В этом видео мы рассмотрим вопрос о смягчении согласных, которые считаются несмягчаемыми в исконных словах удмуртского языка. Во всех учебниках и грамматиках удмуртского языка написано, что в исконно-удмуртских словах смягчаться могут только 6 согласных «д», «з», «л», «н», «с», «т». Все остальные согласные всегда твердые, кроме «дж» и «ч», которые всегда мягкие. В том числе всегда твердые в исконно-удмуртских словах «б», «в», «г», «к», «м», «п». Однако я заметил, что в речи большинства носителей удмуртского языка они все же могут смягчаться перед «е». Я сейчас приведу этому примеры. Начнем с «б». Например, произносится «чебер» — красивый вместо «чебер». Например, «чеберныл» — красивая девушка вместо «чеберныл». Дальше «в». Например, произносят «вераны» вместо «вераны» сказать. Например, «верали» — скажи-ка вместо «верали». Переходим к «г». Говорят «тужгес» — самый вместо «тужгес». Например, «тужгес но баджим» — самый большой вместо «тужгес но баджим». Переходим к «к». Произносят «тодмацке» — познакомьтесь вместо «тодмацке». Или «чирткем» — привет вместо «чирткем». Примеры с «м». «Эшме» — моего друга вместо «эшме». Например, «мон эшме аддишко» — я вижу моего друга вместо «мон эшме аддишко». Переходим к «п». Произносит «пель» ухо вместо «пель». Например, «куш пельёс» — длинные уши вместо «куш пельёс». Возникает вопрос, следовать ли произношению, описанному в учебниках, или следовать произношению, которое сейчас превалирует, то есть смягчать рассмотренные согласные перед «е». Я думаю, что, скорее всего, оба варианта произношения допустимы, но это требует уточнения. Я же в предыдущих видео придерживался твердого произношения.